утро, друзья! Сегодня у нас 24 декабря, раннее утро, все еще спят. Мы с Григоричем собрались на рыбалку. Сегодня у нас идет завершение рыбалки на налима на одном участке. Будем поднимать палки. Сейчас пойду заберу Григорича и поедем. Что я хочу сказать вам. Сегодня мы будем тестировать новые сапоги. Компания Вездеход отправила мне на тест вот такие сапоги. Медведь. Наши новые технологии Эва плюс ПУ. Короче, вот такие вот сапожки. Медведь. Заметьте, они прошипованы, 12 шипов, и подошва уплотненная из полиуретана, дабы чтобы не протыкалась сучками. Плотная, твердая подошва. Вот такой вот чулок. Мех внутри. И вот такая вот плотная стелька. Толстая плотная стелька. Изнутри пористая поверхность, чтобы нога дышала. Немного расскажу вам о тех сапогах, которые у меня были, которые я носил до этих. Я носил вот такие вот сапоги. Они уж конкретно поизносились уже. Третий сезон я их ношу. Третий-то точно, наверное, два. Неоднократно уже заклеивал. Единственный минус вот этих сапог — мягкая подошва. И постоянно протыкается сучками, когда идешь по лесу. Постоянные проколы, вот эти дырочки. Ну, сейчас есть разные всякие клей. Заклеиваю и как бы нормально носил я их долго. И вот такой чулок. Стельки тут вообще не было в природе. Я их в принципе не носил. Не ставил. Вот такой чулок. В принципе, ноги в них не замерзали. Единственное, когда сильные морозы, вот снимаешь везде чулок, и он весь снежный здесь. То есть собирался конденсат. Здесь снег, а внутри ногам сухо и тепло. Немного влажновато, но сильно не замерзали. Единственное, говорю, что протыкал иногда, наступишь, аж прямо до ноги чувствуется, что сучок проткнул. Ноги сырые, заклеиваешь и опять. Так что мы сейчас будем смотреть новые сапоги. Вездеход отправил мне их на тестирование. Их будем проверять в наших суровых зимних условиях. Правда, шипы, их надо одевать на улице. Ой, чуть не выключил. Вот так вот. Выглядят они намного аккуратнее, чем эти. Вот так вот. Вот я еще носил. Бродни у меня вот такие были. Две пары я покупал. Порвал одну. Вот слабое место у них, вот эти голенища, порвалось. Протыкается также. Вроде покупал с твердой подошвой. Здесь вот твердо не протыкается. Здесь они тоже неоднократно уже протыкались. Как бы теперь с такой плотной подошвой я еще не носил. Сейчас попробуем. Это оставим дома. Проверим, как они будут, как они покажут эти сапоги в наших северных условиях. На льду они скользить точно не будет. Если я в этих неоднократно уже бывало падал по гололеду, то с шипами я точно не упаду уже. Все. Новые сапоги к испытаниям готовы. И поехали на речку.
Так, пока греется машина, не могу не отметить, что сегодня у нас минус 18 градусов. Минус 18 градусов. Вот так вот стекла все затянуло. Хочу отметить, что в этих сапогах намного проще управлять машиной. Так вот, вон, педаль газа, надеюсь, видно. Сцепление, тормоз. То есть ширина сапога, то, что они аккуратнее, без проблем можно нажимать. В тех сапогах бывало то, что нажимая, допустим, сцепление, может нажаться на тормоз там, или вот так вот. То, что они широкие сапоги, большие, управлять машиной, то есть нажимать на педали, были кое-какие проблемы, было неудобно. В этих сапогах управлять машиной нормально. Так же, как спокойно в зимних ботинках туда-сюда. Все, едем к Григоричу. Григорич уже ждет. Сегодня мы еще с собой заберем щенка охотнику с райцентра, привезем его в деревню. Скоро вы увидите. Это девочка, ей всего 1 месяц. Так что скоро мы ее вам покажем. Поехали. А вот и наша красавица. А ты такой, глядь. Щеночку 1 месяц. Так что теперь переезжаешь ты жить в Покчу. Будешь жить в Покче, отвезу тебя к коме-охотнику. И будешь ты работать в лесу на коме-охотника. На покчинского охотника с Троицка переезжаешь в Покчу. Умница маленькая. Русская европейская лайка. Ну-ка покажи во всей красе, подними, Иван. Сейчас в Покче еще покажем. Хвостик беленький. Вот такой вот. Вот такой вот. Там в основном 4 щенка, наверное, черные были полностью. Да. А осталось вот 2. Мать черная. Да, 2 сучки осталось. Одна вот черная полностью, вторая вот эта. Я ему позвонил, спросил, какого будешь забирать? Ну, какую? Черную или такую? Вот, смотри, как. Вот, да, игрушечка ты наша. Знаешь, там машинах-то ставят, которые головой-то кивают. Вот так. Вот и устроилась уже. Вот все. Вот такая вот красотуля. Переезжает в Покчу. Поехали, отдадим новому хозяину тебя. Да. Что, девочка? Переходишь в руки новому хозяину. Kan det vara? Ullavullin, no. Ullavullin, мамиска, да. Мамискен. Мамиска, Ullavullin. No mamisken, mutta me прибанька. Так что удачи тебе в новой жизни в Покче и будь хорошей собакой. Лошади, ну. Прокладно, однако. Так, друзья, проехали где-то около 5 километров. Прохладненько. Нос замерз, руки замерзли. Ногам тепло. Пока тепло. Так что, не знаю, как минус 50, но минус 18. Ноги чувствуют в новых сапогах нормально. Остановились на заветном месте у Григорича. Нравится Григоричу это место в этом году, которое ничего нам пока еще не приносило. Но мы все надеемся. Но пробовать надо. Пробовать надо, да. И мы будем пробовать. Так что идем на речку, бурим, греемся, пробуем. Ну, если что, мы вам покажем. Если нет, поедем дальше. Все, до первых поклевок, друзья. Ну вот, друзья, первая рыба. Иван поймал. На большую блесну? Вот такой вот красавец Хариус. Ага.
стой, бля. Вот так вот на фоне тебя, что. Ой, стой. А ему больно, надо снять. Вот так, блин, хорошо тюкнул. Течение дно нашел? Да. Нашел дно, отрываю, блин, треск нафиг. О, всё. как хорошо попал, да, Ну, за верхнюю губу. да, как по правилам. С почином? А, спасибочки. А, хорошо, и сразу стало тепло, блин, Ну так. раздеваюсь нафиг. А я там все течение, аж об лед задевает. Такое сильное Нет, а течение. там же перекат как раз. Вот тут течения нет. Вот чем ниже, вот тут к песку. Вот здесь не будет течения. Вот тут сик клевал. Помню. Вот какая большая блесна. Ну, Самоделка. Ага, самоделка. Конечно. Понятно. Вот так вот надо рыбу ловить. Фу. Ну я пару лунок еще выше туда пробурю для пробы. Потом уже сюда приду, если что. Ну, мне кажется, что мы здесь сейчас тормознемся. Иван отсюда сейчас не просто так будет оторвать. Рыбу поймали, это все. Ну, ничего страшного. Будем пробовать, будем искать. А вдруг действительно найдем мы стайку хорошо харюзов. Да, хотя бы и так поодиночке подергать. Харюз. А, запах какой. Потрогал, уже запах такой идет. Аромат. Все. А здесь вот просто течение сильное. Даже тяжелая мормышка не находит дна. Там мой ураган. Красавчик. Будем буриться. Там дальше дамба. За дамбой, надеюсь, тоже течение меньше. Будем пробовать, будем искать. Погнали. Поклевок мы больше не увидели. Вот тот хариус, которого Иван поймал. Длиной почти скан. Подошел еще рыбак. Ижма Сащема. Что переводится Семен Сижмы. Вот он, коми-охотник, идет проверять поставушки на налимов. Вчера, говорит, поймал килограммового налима и 4 харюска. Семен приехал к нам давно уже, лет 20 у нас живет. Женился на местной девушке. То есть местная девушка уехала туда, он там подженился, и она его переманила сюда. Да! Посмотрим, что поймает. Яшек целый, второй целый, третий целый. Че, Семен, пусто? Ёршик? Понятно. А, у него продольник стоял на белую рыбу. Второго ерша. 2 ерша попало. Молодец. А вон Иван Григорьевич поднимается. Еле оторвал его. Харюзок клюнул, все. Я говорю, пошли, Иван, день короткий, потом опять стемнеет. Нет, все рыбачит. Лунок 15, наверное, пробурил. А лед местами толстенный. Гляжу, поднимается медленно в гору. Дядя Ваня, несущая рыбы целый воз. Всю ночь поднимается медленно в гору. С Новым годом! Ёлочка! Откуда же рыба? Да, из речки Вестима. Иван, слышишь, ловит, а я выношу.
Устал. Гармонист устал, запинаться стал. Налейте 100 грамм, он сыграет еще вам. Всю ночь поднимается медленно в гору, а утром проснулся и опять ноготок. Иван, я смотрю, у тебя тоже Бродни компания «Вездеход», да? Да, вот, Который сезон носишь уже? третий, 3-й год. да. С весны до осени и всю зиму, Да. круглогодично. Да, и летом, а что, ее не пропускают, поднял голенище. А это неопреновые, да, у тебя получается голенище? Да, ну, мягенькие, теплые, зимой Вот, хорошо. 3 года, круглогодичное. Летом, осенью, весной, Да, зимой. все, на рыбалку. Я осенью видел, он брал с собой. Но что зимой, вот он постоянно вот ходит зимой в броднях. И ноги в тепле. Да? Так там же так же самое чулки, все тепло. Так что вот так, Один друзья. носок. Всё. Делайте выводы. Обувь компании «Вездеход». Это хорошая обувь получается. Ты доволен приобретением? Очень доволен. Потому что такие были у меня эти. Возле печки поставил, потом Расплавились. расплавились, еле доехал. Но эти не ставлю к печке, конечно. Так. Ну теперь и у меня вездеходовские сапоги. Пока тепло. Руки мерзнут. Все мерзнет, ногам пока тепло. Руки, Да. руки от камеры мерзнут. То, что, Там, видишь, ветерок вот поднимается. ну да, да. вот так. Откуда О, тянет? там тоже смотрю. Ну-ка, А сейчас там глянем. 2 человека. 2 человека. Сейчас глянем, чем они там занимаются. Они это... продольник. Так, где бы их мне найти-то? Вот, вот. Вот далеко. Видать, продольниками. Да, занимаются продольником. О. Коми-охотники. Да. Очень да. Жизнь кипит. Вроде бы тишина, вроде бы луга, вроде бы река. А жизнь бурлит, как говорится. Ну вот, друзья, мы на нашем месте. Приехали, по пути заезжали на озеро. У Ивана клюнул один вот такой микроокунь. Иван его отпустил обратно расти. 12 часов по-быстрому чаек. Сегодня без рыбацкого напитка, потому что мы сегодня на один день вечером садиться за руль. По-быстрому, потому что очень холодно. Да. Ветерок, мороз, видать, крепчает. Просто ужасно холодно. И все делаем быстро. И бегом, конечно, до темноты не успеем, но начнем поднимать палки. Проверять и поднимать, проверять и поднимать. Это займет, наверное, тоже часа 2-то точно займет. Ну, сейчас короткий перекус, чаепитие и вперед, арбайтен, на работу. Ну что, Иван, почему ты сегодня только одного хариуса-то поймал? Норма. Видимо, отпущено сверху так. Только одного? Посмотрим, вон еще стоят. Ладно, Сейчас покушаем, и рыба начнет кушать. ну как обычно. Мы поклюем, и рыба заклюет. Да. Дай бог, чтобы так и было. Все. Ням-ням. И пошли работать. Друзья, идет подъем палок. Проверяем, сразу поднимаем. Вон, подняли несколько крючков уже, дохлых ершей. Некоторые живые оставляем. Снимаю чисто по рыбе. Вот я взял сейчас вот эту палку, там кто-то дернул, включаю камеру. Потому что если я буду снимать все подряд, аккумулятора не хватит ни на что. Очень холодно и садится очень быстро. Здесь кто-то дергал. Сейчас мы посмотрим, кто это дергает. Это, конечно, опасно. Ну что опасно? Можно упустить рыбу. Но что делать? Вон, закрутила вокруг палки. Что-то есть, тычки какие-то. Язёк. Язёк. Вот такой вот, друзья, красивый язёчек. Попал на малючка. Кстати, где были насажены мальки, везде крючки пустые. Везде. То есть язь есть, язь попадал, язь срывал. Ершей никто не... один маленький налимчик был небольшой. Я его отпустил.
слабо он заглотил. Я его отпустил обратно. Вот такой вот небольшой, наверное, был. А язёк он на малька клюнул. Так что, если ловить, рыбачить на малька, то можно поймать язя. Ну, мы решили поднять, значит, не будем отвлекаться. Поднимаем. Кто же там у нас дергает? Дырочка у нас маленькая. А у нас дергает вот такой вот налимчик. Енскаден. Вот такой вот красавчик. Небольшой, но самый вкусный. Ну, хоть что-то. Эти палки были переставлены в прошлый раз. Сколько? 6 штук, да, переставлял. Вот на переставленных один все-таки клюнул. Еще осталось 2 палки переставленные. Если что будет, обязательно покажу. Ну вот, друзья, наконец-то второй язь. Второй вот такой язик. Очень много крючков, насаженных на мальку. Вот именно вот такие вот крючки небольшие. Были пустые. Видать, язь был. Язи попадали. И язи срывались. У нас осталось где-то около 10 палок. Поднялся ветер. Подул северный ветер со снегом. Так что совсем не айс, холодина. Продолжаем поднимать. 2 язя, 2 налимчика. Одного не стал снимать. Вообще все пусто. Ну, практически пусто. Никакого сожаления, что поднимаем. Надо было уже в прошлый раз поднять. Так, ну вот наконец-то у нас опять натяжечка. Сейчас посмотрим, что здесь. На последнем. Опа. Опа, еще один язь. От Енскаден. Енскаден. А? Нет. Язь. Второй уже. Ну, третий получается. Еще там дальше был один, и вот. Очень много крючков, где были мальки пустые все. Видать, язи были, да посрывались. Ну вот. Третий язёк. Хоть что-то прибавляется. Ерши я не выкидываю. Туману в кашку. Все на пользу. Ну вот и крайняя палка. Проверяем. Крупного налима эта проверка нам так и не дала. Пока. Может быть здесь, а может быть и не здесь. Раньше был. Когда-то был. Когда-то был, когда-то. Глубинище. Да, 12 метров. Натяжки не видать. Не видать. Пустота. Ёршик дохлый, малек дохлый. Никого здесь не было. Иван Григорьевич разливает горячий чай на дорожку. Рыбалку сегодня закончили. Ох, садится батарея. Давай, будь здоров. Ну-ка быстрее, подожди. Сними-ка вот это. Сейчас снимем подведение итогов. Если успеем. Батарея садится на морозе, махом сюда. Смотри, меня видно, нет? Да. Короче, друзья, сегодня куча ершей. Вот таких вот 2 налимчика. Один больше полкило, второй где-то меньше, грамм 300-400. И 3 язя. Вот один маленький подъязок и 2 хороших яська. Вот такой вот наш улов. 3 язя, 2 налима. И куча ершей для собаки. Вот рыбалку закончили. Крючки все подняли. Палки приготовили к весне, то есть повытаскивали, чтобы не до дна были, а сверху на льду. Чтобы весной, если что, быстренько долбить и все. Коротко и ясно. Прощаемся с этим местом до весны. Увидимся, если что, здесь весной. А у нас теперь будут другие рыбалки. Рыбалки на таежных ручьях, на озерах. Все круто. Сапоги. Тест прошли. Несмотря на мороз, что руки сами мерзнут.
Ногам было тепло, комфортно и уютно. Так что медведь коготочками, сапоги нормальные. Вездеход фирма тоже ничего. Иван Григорьевич не даст соврать. Человек 3 года носит уже эту фирму и нормально. Все, друзья, всем пока. До свидания. До встречи на канале Коми Рыбак. Небольшое включение. Совсем забыл. У нас же еще есть хариус. Вон, Иван Григорьевич сегодня утром поймал хариуса. Так что вот такие 2 кучки. Налимчик и язёк хариус одному. И 2 яська и налимчик второму. Ну, небольшая, Жарёх. но все-таки улов. Да. Жареха есть? Есть. Крупный ушел налим на нерест, а мелочь ловить больше не будем. Пусть растет. Да, а кстати, один крючок, леска была откусана, видать, щука побаловалась. Крупная леска, где-то 0,8-0,9, был просто крупный крючок на ерша, откусан щукой. Чуть-чуть бы и было бы красиво. Ну а теперь точно до свидания. Да. Будьте здоровы. Всем пока.